Selimlerim herkesine Kim Uyanır GRT kanalından bu sabah olacak güzel interview. İki adamın hangileri sevdiler sportu, hangileri adadılar kendi yaşamasını. Sporta bizimle birlikte trener hem de şanlı fizik kultura uğrunda, sport uğrunda Nikolay Dmitrievich Balcı hem de onun oğlu dünya uğrunda bronza şampiyonu ağır atletikada Alexander Balcı. Sabahınız hayırlı olsun. Sabahınız. Laf edeceğiz biz misafirlerimizle Rus dilinde. Ну что, вначале хотелось бы поздравить вас, Николай Дмитриевич, с получением звания «Заслуженный работник физической работы и спорта». Спасибо. Сколько лет в спорте вы уже? 25 лет тренером работаю. Ну и тренировался почти 5 лет. Ну и Александра также поздравляем с, Спасибо. с заслуженным, будучи заслуженным призером бронзового чемпионата мира по тяжелой атлетике. Ну, наверное, начнем с отца. Так правильно будет? Да, конечно. Да? Николай Дмитриевич, кто первым поздравил вас после награждения? Первым Кто рядом? жена. Вот. Жена первая поздравила. Наверное, не ожидали, но заслуженно. Более 25 лет. Ну да, он в прошлом году до 17 выступал, был призером, тоже третьим. Тоже в Южной Америке выступал, тоже Перу, страна Перу. Стал тоже третьим, но до 17. Сейчас до 20 выступил, ему только 18, но у нас меняются возрастные эти самые. Вот сейчас он выступает до 20 лет. Видите, Александр, какой скромный отец. Я вот Еще 2 года. хочу, чтобы он рассказал о себе, а он все-таки гордится сыном и Конечно, горжусь. о наградах Еще как. сына говорит. Я очень рад за него. Николай Дмитриевич, ну, если чуть-чуть про звание рассказать, мне хочется все-таки акцентировать на это внимание, потому что 25 лет быть тренером по тяжелой атлетике, воспитать несколько плеяд молодежи, еще и своих сыновей, и старший сын, и Александр помладше. Вы также являетесь их тренером, я думаю, что и примером, и наставником. Вот это тяжелый труд. Почему тяжелую атлетику выбрали? Почему в этом направлении воспитываете нашу молодежь? Ну, я сам занимался, за это меня тянуло к этому виду спорта. Ну, так как никто не хотел взяться за это дело, Борис Дмитриевич спокойно, он меня взял, Борис Дмитриевич Дечет, он прославленный. Это сам он меня позвал, я согласился, и вот по сей день работаю. Уже на пенсии 2 года, но работаю еще. Если вспомнить, как начинался путь в спортивной сфере, ваш личный путь спортивный? Ну, друг позвал, он уже тренировался, он позвал меня пойти посмотреть. Ну, я тронул гриф, посмотрел, ну, нормально, все нормально, и начал с того же дня начал тренироваться. Любовь к тяжелой атлетике, любовь к железу, к тяжестям. Да, Так получается? Да, да. Надо фанатом быть, честное слово, в этом деле. Потому что в наше время ну, не было вот этих компьютеров, телефонов. И больше тянулись к спорту. И вот так попало, что я на штангу пошел. Кто еще повлиял на сферу вашей деятельности в тяжелой атлетике? Родители категорически не хотели. Что там пупок развяжется, кишки порвешь, спина будет болеть там. В общем, не разрешали. Но я все равно настоял на своем. А потом в армию не попал, в спортроту. Аж Кольский полуостров повезли, это самое, на севере служил. После службы сразу опять начал тренироваться. То есть полюбили Да. серьезно этот Да. вид спорта. Но тяжелая атлетика на самом деле тяжести поднимать, к этому надо готовиться физически, быть прежде всего подготовленными. Только Да? тренировки, без тренировок ничего не будет. Вот
тренировки все-таки предшествуют И усиленные соревнованиям. тренировки. Не просто зашел в зал, 2 раза потянул и ушел считать себя что-то спортсмен. Нет. Есть план работы, план тренера. Ученик должен выполнять все вот это, что он пишет. И все, тогда он может на что-то... определенный вывод. На после что-то он может надеяться, на что-то. А так, если просто зайти в зал с друзьями, Да, пока сам не ха-ха-хи-хи. почувствуешь, что есть какой-то эффект, и тебе это надо, и ты любишь это делать, то нет. Если так, для себя, либо просто по настроению, то ничего ты не добьешься, в принципе. То есть человек без цели, получается, тренируется вот так вот. С какими моментами вы могли бы сейчас поделиться, с которыми вы гордитесь? Вот за все. Но если самый именно... Мне? Если мой личный момент, вот именно в спорте, это, наверное, то, что я стал чемпионом Европы впервые в прошлом году в Греции. Чем именно эмоции большие, то, что Греция, то есть лето, тепло, чемпионат Европы, и не было ожидания то, что получится стать на первое место, потому что, в принципе, соперники тоже не слабые были, и тогда маленький период был после чемпионата мира, когда я полетел в Америку. Там было буквально 3 недели до чемпионата Европы. А я только целую неделю восстанавливал сон, потому что разница в часовом поясе, Америка 2 разных континента. И восстанавливаться было тяжело, и при этом я еще и гонял вес там, почти 6 килограмм, и тут 3,5. Вот. И была тяжко, но сделал все до конца, до 17 лет, как хотел выступить, завоевать все достижения. Ну, как планировал, так и получилось. Вот. И с прошлым годом я очень рад. То есть вывод сделал, в принципе, хороший. Вот. Значит, поставили цель в спортивной карьере двигаться и достигать определенных титулов. Насчет цели, это не только в штанге, это, наверное, в любом спорте везде. То есть у человека должна быть цель. Если он имеет цель, то он всегда к ней пойдет. Если он не имеет, то он просто не сделает определенный какой-то вывод, для чего он тренируется, если у него нет цели. То есть он ничего не добьется без цели, поэтому вот так вот. Ну, этому, наверное, все-таки наставник учил. Ну да, каждый друг друга учит так, из поколения в поколение, как говорится. То есть папа меня не заставляет, там, допустим, тренироваться или ставить какую-то себе цель, либо как-то за меня говорить, допустим, на кого я там учиться пойду или какие у меня достижения в спорте будут. Если сам не захочешь, у тебя ничего не получится. То есть должно быть желание именно рваться к этому, правильно было сказано, то что надо быть фанатом этого всего. Вот так вот. Николай Дмитриевич, а какими достижениями своими вы гордитесь? Свои Своим. или ученикам? Свои достижения. Ну, достижениями. Вот дали мне вот заслуженный работник физической культуры и спорта. Это уже достижение. Сейчас мечта заслуженного тренера получить. Вот надеюсь на Сашу. Сам на Сашу. Ему надо стать призером мира и Европы 3 раза, и тогда мне дадут заслуженную. Вот это мечта. Но самая мечта, это не очень мечта. У меня самая мечта, чтобы он попал на Олимпиаду через 3 Это, года. в принципе, общая мечта. Он сейчас выполнил мастера спорта международного класса. Это первый у нас спортсмен в Гагаузии. Это самый штангист по тяжелой атлетике. Первый он, 18 лет, вот он сделал это. То есть среди мужчин первый международник именно в штанге. Да, и девочка одна у нас есть, это Елена Иригина. Тоже являетесь ее тренером? Нет, Нет. Она просто тоже нашей команды. имеет международника, то есть среди девушек единственная, я среди мальчиков единственный международник. Вот, Мастера именно спорта по много штанге. есть. Именно по штанге. У меня А так, мастеров ну, много есть, но вот международник первый. Ну, поздравляем, Александр. Спасибо. Что не вопрос, то ответ наивысших достижений. И я вижу, что отец вами гордится, вашими результатами. Вы правильно отметили, что если только тогда, когда человек сам этого желает, Да. и, ну, конечно же, когда есть и наставник, тренер рядышком, да, близкие, которые поддерживают Поддержка тебя в своем тоже нужна, желании, да, конечно. в своей мечте, то обязательно все получится. Николай Дмитриевич,
Александр ли первый ваш воспитанник, который вот таких результатов достиг? Да, были, но международников не делали. Вот первый он. И таких вот на мире, на Европе он вот попал в 17 лет. 15 лет он попал. Польша. Впервые в 15. Первый раз в Польше. Он, Впервые взял, приехал Да. с медалями. Потом в Молдавии был чемпионат Европы до 17, он второй был. Сейчас, потом в прошлом году до 17 первый был этот третий, а Греция чемпионом Европы стал. В этом году вот тоже первый, тоже там выступал. Но уже до 20 лет, я вам как и говорю. Александр, если чуть-чуть расскажете о себе, В плане спорта в или личной плане жизни? автобиографии. Познакомьте себя. Ну, если я Школа, могу в общем, то есть из спортивной, конечно. чтобы смешать. Если в спортивной сфере, то есть тренируюсь 12 лет, наверное, никогда не останавливался на каких-то проблемах, допустим, в плане травм или... То есть есть травма, надо и вовремя меры принять, то есть вылечился, пошел дальше. То есть не останавливаюсь. Насчет школы учусь в спортлицее, в 12 классе заканчиваю учебу. Надеюсь, что сдам бакалавр и поступлю в универ. Вот. Поступать хочу в Кишинев, так как, ну, понятное дело, в сборной, чтоб рядом, то есть там все удобно. И, наверное, больше, как и сейчас уже с этого года и с прошлого, начал больше в Кишинев ездить на сборах уже месяцами. Меня сейчас 3 месяца не было. Вот. Насчет этого, то, что я отсутствовал очень долго, и у меня нету прям таких серьезных проблем с учебой, чтобы меня там не допустили к экзаменам. Можно сказать спасибо министерству, которое договорилось, решило этот вот вопрос. И отсюда тоже с Камрата, с управления, все, кто за меня, в принципе, встали, чтобы я все-таки поехал на чемпионат мира. То есть я вот 2 раза на чемпионат мира то, что летал, я гордился собой тем, то, что в такую даль, то есть я лечу, и обратно я возвращаюсь все равно с медалью. Хоть и с одной, но главное не без, потому что это очень было бы обидно. И плюс это не Европа, а все-таки мир, и на чемпионат мира в раз в 10 сложнее попадать, чем на Европу. Вот, потому что чемпионат Европы просто стали уже проводить у нас здесь дома, в Молдове. Уже дважды был чемпионат Европы среди взрослых. Также в 23-м году вот до 17, где я тоже выступал, стал вторым. И вот так вот. Если чисто из личной жизни рассказать, наверное, особо прям интересного ничего, потому что больше отдаюсь либо учебе, либо если период подготовки к какому-то спорту, то, наверное, туда еще больше уходит времени. То есть из личной жизни прям особо ничего такого много нету. Какие-то увлечения? Работать я его не заставляю. Да, меня не Он- заставляют он- работать, он либо так работает. я сам. Если, допустим, работать дома, то я сам могу помочь там родителям или еще чем-то, то есть меня никто не заставляет. А как вообще начинался ваш путь в тяжелую атлетику? Вы же не сразу пришли в тяжелую атлетику, да? Этому садик. что-то предшествовало? С чего? Если честно, многие даже так говорят, то, что я родился в зале. То есть я учился в 6-м садике, который находится напротив зала, и папа был, естественно, тренером, забирал меня оттуда. Я приходил, есть вот 2-килограммовая труба, я с ней бегал по залу, либо что-то делал. Я смотрел на других и пытался повторять это. И когда, то есть я рано пошел в школу, в 6 лет, а как я пошел в школу, папа потихоньку начал меня подталкивать, потому что видел, что я хочу. И пошло дело, то есть с 8 лет я начал брать медали. Потом первый раз стал чемпионом республики в 9 лет. Сейчас я являюсь многократным уже чемпионом республики. 13-й Да, крат. 13-14. Я это не считаю, сейчас уже больше Европа, мир волнует. Вот. И, наверное, с 9-10 лет, когда начался период, то, что я уже потихоньку окунулся именно в сборную, то, что на меня там обратили внимание, наверное, уже рвение именно к тренировкам, подготовке стало намного больше. Вот. Потому что какой бы ты ни был хороший, все равно кто-то завидует тебе всегда. И вот есть у меня многие, кто за спиной там завидует или что-то еще, и я это просто знаю. Но я на это не обращаю внимания, то есть просто это как-то больше мотивирует, чем когда, допустим, тебя больше поддерживают, именно с моей точки зрения. Вот так вот. То есть в спорте 12 лет, и за эти 12 лет, наверное, не было такого, чтобы я на чем-то остановился или у меня там результат сорвался.
Вот, то есть только вперед иду. Вот так вот. Как мама поддерживает вас? Поддерживает ли ваш выбор? Перед каждыми соревнованиями только слышу: я помолюсь, я помолюсь. И если какие-то обычные соревнования, то просто желают удачи. Я знаю, то, что там нету равных. Мне все-таки дома соревнования. И там, допустим, если какой-то турнир, там я не перенапрягаюсь так на малых весах. Вот. А если куда-то на Европу, особенно как сейчас в такую даль лечу еще на чемпионат мира, то мама за неделю уже начинает поддерживать. Каждый день я помолюсь, я поддержу. Надеюсь, все хорошо будет. Наверное, волнуется сильнее, чем папа. Вот. Вот так вот. Папа больше видит вас. Папа внутренний. Да. Папа виду не подает, но тем не менее волнуется и переживает. Как отец поддерживает вас? Отец, наверное, не с такой точки поддерживает, как мама, больше просто папа как-то поддерживает такой степени, тренер, чтобы больше наверное. уверенности было. То есть нету как-то словами, а больше какими-то действиями поддерживает. И это как-то, наверное, больше делает меня уверенным, чтобы меньше волнения было, то, чтобы я не переволновался. Вот. И у меня тоже, наверное, нету такого. То есть я перед соревнованиями могу очень сильно волноваться, но именно на самих соревнованиях, вот уже выходе на помосте, там разминка, у меня это все как-то пропадает, наверное, вот с того времени, наверное, с прошлого года как раз-таки, когда я стал первый раз чемпионом Европы. Вот, у меня как-то пропадает уже вот это, просто как-то выходишь молча, и там физический настрой есть, но надо и психически тоже настраиваться, то есть это в первую очередь. Если у меня с этим как раз-таки полный порядок, и если у тебя психический настрой хороший, то есть у тебя никаких проблем не будет, ты выходишь и уверенно делаешь. И вот у меня так и получается. Вот так вот. Николай Дмитриевич, спасибо, Саш. А насколько важна психология в тяжелой атлетике? Вы как тренер. Очень важно. Очень. Как вы это проводите? Какую беседу проводите со своим Беседуем почти каждый день. Каждый день. И перед тренировкой, во время тренировки, и в конце тренировки. Постоянно. Если человек психически не готов, он думает о чем-то о другом, он не сможет это движение правильно делать. Но 1-2 сантиметра у нас, если неправильно сделал, уронил штангу или назад, или вперед. Все. Надо точность. Техника за это. Каждый день мы работаем и на технику, и на силу, и на выносливость. Все, на все работаем. Но психика это важнее всего. Не думать там о других делах. Вот в зале надо только думать о штанге. И что тренер говорит. Тренеру все видно. Какие движения ты делаешь, что неправильно, что правильно. Все. Вот так. Психика очень главная. Главную роль играет. Я знаю, что тренер, как правило, сопровождает своего воспитанника, спортсмена, Конечно, да? Вы всегда вместе выезжаете на любого рода За соревнования? границу я не езжу. Если Там за есть рубеж, главный есть тренер, главный тренер сборной. есть От секретарь всех- федерации, президент федерации, они летят. От всех тренеров, допустим, даже вот как я еду, папы на сборах нету, то есть там тренирует главный тренер. И так большинство спортсменов есть, они на сборах вместе с ним и выезжают, естественно, тоже вместе с ним, вот так. Есть секретарь, есть президент федерации, но главный тренер самый больше следит, то есть, потому что это его работа, его обязанность, вот так вот. Что хотелось насчет психического настроя добавить, то, что его именно как тренер, он ничего не делает, он просто может подсказать то, что как есть посторонние мысли, то есть если ты пришел на тренировку, ты должен об этом думать, допустим, пришел на учебу, тоже об этом думаешь. Если ты сам это не поймешь, то психически ты никогда настроен не будешь. То есть физический настрой тоже должен быть, то есть сила должна, но в первую очередь психически, вот так вот. То есть не должно каких-то посторонних мыслей просто быть. Как вы настраиваете себя перед выходом на помост? Там как-то по-другому просто получается. Если ты выходишь и задумываешься только над подходом, вот ты сосредотачиваешься, у тебя никаких мыслей нету. Допустим, когда я вот еще отдыхаю, то есть прямо перед соревнованиями, мыслей много и глупых именно в худшую сторону, что может там произойти, там бывает даже мысли насчет травм или что-то вообще не получится. Это всегда бывает, наверное, у всех.
Ну, у меня, например, и я как-то об этом просто забываю из того, что когда ты смотришь там на соперников или когда ты начинаешь разминаться, эти мысли как-то уходят ну, вообще в другую сторону. И когда ты выходишь на помост, ты одновременно и волнуешься, и настраиваешься. И, видимо, из этого у тебя никаких мыслей нету, кроме как сделать подход. Вот. Именно с моей точки зрения у меня так работает. Подходишь, штанги только надо. Да. Я даже кричу, ты и штанга, меня нету, никого нету. Движение правильно, все. Ну, спасибо, Саша. Саша меньше 4 подходов никогда не делает, а всего дается 6 В одном упражнении 3, и в другом то же самое. Ну, у него вот сейчас приехал с мира 5. 5 подходов. 5 подходов. Было бы, наверное, 6, просто не повезло в последнем подходе. И, наверное, еще одну медаль бы принес. Просто получилось так, что мозоль сорвал прямо во время подхода, ну, и не сделал. Можно Ну. посмотреть на ваши ладони? Не в хорошем состоянии. Ну, это вообще хорошее состояние, они бывают намного хуже. Я тренировался в Кишиневе, и у меня натерлись очень много мозолей. На 2 ладонях было 7 мозолей. Я на тренировке просто тренировался, они именно кровились, полностью руки в пластырях были. Там не так жалеют, допустим, как здесь дома. Здесь дома ты можешь сказать, и тебе могут сказать, делай что-нибудь другое, либо оставь в покое. Там, если у тебя подготовка, главный тренер на это даже не обращает внимания. Вот так вот. Но мозоли на ладонях – это есть травма? В данном случае Это для плохо тяжелоатлета? тем, что если ты особенно их лечишь, и они не проходят из-за того, что ты не оставляешь их в покое на день-два, это очень плохо, то, что влияет именно на кожу, там вот, просто в плохом состоянии руки потом будут. И с мозолями у меня проблемы довольно часто. Просто ну, натирается такая кожа. Нежные руки. Да. Кожа мягкая и легко у меня натираются. И большой вес. Самый тяжелый вес, который вы подняли? Если по классическим упражнениям, как официально выступаю, в рывке 144, толчок 172. Это были 2 рекорда моих личных, которые я сделал, и сделал мастер спорта международного класса. Вот. Николай Владимирович, а что вас мотивирует продвигать спорт сегодня? Ну, нравится мне это дело. Хочу тренировать, хочу еще работать. Для детей это и не только Гагаузию, Молдавию поднять, всю нашу Гагаузию, чтобы звенело. Ну, а то, что тренирую, это мне, наверное, дано это. Вот тянет меня туда и все. Вы самый тяжелый вес какой подняли? В то время я мастера спорта выполнил. Я маленький был, 56-й категории, 132, самый больше. А он перегнал и брата. Вы, наверное, этим гордитесь. Говорят всегда, что чем дети успешнее, тем счастливее родители. Да? То есть дети Ну, да. должны быть успешнее, чем Конечно, родители. и старший сын мастер спорта тоже. Но Саша был мастер спорта. С 15 лет он сделал, 3 года назад. А тогда его включили в сборную. И в Польше он выступал первый раз. Да, у меня сразу через 2 месяца я уже выступал на Европе. И вот Впервые. с того дня, вот как мастера выполнил, все. Сыновья являются мотиваторами? Ну да. Ну, как без? наверное, довольно сильнее, чем, допустим, обычный спортсмен. Особенно, когда отец тренирует своего сына, наверное, да. Александр, а сейчас вот к каким соревнованиям готовитесь? Этим летом что ожидает? Сейчас, после чемпионата мира, я немножко... Ну, я и до этого был травмирован, но травма не так сильно открылась. После таких нагрузок и полета, то, что не восстановился, с телом плохо было. Травмировал я кисть. Сейчас уже нормально, прихожу в себя, то есть уже только начинаю восстанавливаться. Из соревнований есть турниры какие-то, чемпионаты, на них, в принципе, я выступаю именно каким-то более официальным, как Европа, мир. Готовлюсь на чемпионат Европы тоже до 20 лет, который будет проводиться в Албании в сентябре, в самом начале. Вот. И именно как закончу учебу, поступлю в универ,
сразу на сборы, на подготовку, потому что шанс большой на Европе есть. На Европе просто шансов больше, чем на мире. И плюс то, что подготовка нормальная, около 2 месяцев будет. И лететь не так далеко, выступить можно довольно хорошо, с хорошим результатом. Вот. Ваша главная цель, ну, может, даже желание, мечта? Самая главная цель, наверное, то, что через 3 года Олимпиада. И полно шансов попасть туда, заработать очки с чемпионата Европы среди взрослых, с чемпионата мира, также среди взрослых. Чтобы попасть на Олимпиаду, если мечта, наверное, взять оттуда медаль. Вот. Но пока что цель хотя бы попасть туда. Потому что по штанге из мальчиков никого нету. Да не то, что, в принципе, вот у нас единственная девушка, это Елена. То, что попала на Олимпиаду, стала 8-й там. И все, прям таких у нас нету больше. Поэтому, наверное, цель сначала хотя бы попасть туда, но мечта взять оттуда медаль. Вот. Есть какие-то спортсмены, которые являются кумирами для вас, на кого вы равняетесь, либо глядя на кого вы хотели бы вы же по такой спортивной карьере двигаться? Наверное, самое больше интересовался спортсменами из Болгарии, которые выступают в 89-й категории. Карлос его зовут. Спортсмен довольно очень сильный. Веса поднимает очень большие. Чуть ли не на каждых соревнованиях бьет новые рекорды, причем и свои рекорды бил. Вот. Перешел он в новую категорию в 96-ю. Выступал он здесь на чемпионате Европы. Естественно, стал чемпионом Европы и в рывке, и в толчке побил рекорды. И при этом ему всего 21 год, а он делает толчок 230. Это очень большой результат. И, наверное, самое больше интересовался им. Как по мне, спортсмен довольно, конечно же, неплох. Вот. А также из самых тяжелых спортсменов интересовался, как интересовался, его все знают. Интересно за ним наблюдать. Веса максимальные, самый сильный человек в мире в истории тяжелой атлетики – это Талахадзе Лаша с Грузии. Вот. За ним было интересно наблюдать. У человека много наград, он 7-кратный и 9-кратный чемпион Европы, вот, и мира 7-кратный, и 3-кратный олимпийский чемпион. Веса он поднимал самые большие, его рекорды 267 толчок официально. И как я смотрел за его профилем в соцсетях, он толкал 270 на тренировке. Вот. При этом он весил около 170 килограмм. Вот. Самый сильный человек в истории. И не интересовался, потому что его, в принципе, все знают, просто за ним интересно было наблюдать. Вот. И папа тоже за ним смотрел на чемпионате Европы, когда он выступал на мире. Самый сильный спортсмен. Вот. Александр, вот может вас ребята сейчас слушают, ваши одноклассники. Вот что вы посоветовали тем ребятам молодым, которые только начинают свой путь в тяжелой атлетике? Если которые прям только начинают, наверное, не слушать окружение в плане как общество, которое, как вот, допустим, говорили моему папе родители, про вот это пупок там развяжется, или самое, наверное, глупое, что я слышал благодаря из-за спорта, то, что у нас рост там не пойдет. Вот. Насчет этого я никогда не слушал, потому что я знал то, что это полный бред. Ну и, как известно, общество, оно такое, то, что один сказал, и остальные все повторяют просто за ним. Вот. И, наверное, посоветую вот не слушать просто таких вещей, как вот бред, вот этот именно окружение не слушать. Наверное, либо слушать только тренера, либо сконцентрироваться только на себе, слушать свои мысли. Ну, наверное, в хорошем плане, то есть я смогу, там, я не остановлюсь, то есть у тебя есть какая-то цель, и ты идешь к ней. Вот. В первую очередь, наверное, посоветую, чтобы не слушали окружение, особенно если имеешь такое окружение, которое, как есть такие друзья, там чисто любят там по клубам пойти или что-то еще покурить. Короче, именно теми делами, которые, наверное, не так они нужны в этом мире. Вот. И, наверное, таких друзей лучше вообще махнуть рукой и заниматься самим собой. В принципе, я так и сделал. Вот. И много друзей, конечно, я потерял, но мне не обидно, потому что я самим собой горжусь, у меня самооценка не низкая. В принципе, с собой я доволен. Вот.
Николай Дмитриевич, что необходимо спортсмену, тяжелоатлету, чтобы он не получил травму, допустим, на соревнованиях, на чемпионатах? Какой стержень должен быть и каких правил надо придерживаться, чтобы он здоровым вернулся обратно? Правила одни. Не лезть на большие веса. А если на большие веса не лезть, он не станет сильным. И нам приходится рисковать иногда. Потому что без риска он не пойдет вперед, будет топтаться на одном уровне. Но надо постоянно прибавлять. Естественно, идет и в зале идет на рекорды. И приседания, и тяга, и толчок, и рывок, все. Потом легче, как я так всегда и говорю, тяжело в учении, легко в бою. На соревнованиях легче. А иногда есть такие дети, на соревнованиях меньше всегда ставят, больше не ставят. В зале хвалятся, я такой-такой, а в конце раз, Таких там полно, болит, кто любит себя здесь ставить. болит, там болит. Как болит, ты же это сам. Ну вот так. Или не разогреваются, это самое нормальное. В первую очередь разминка надо хорошая. Потом приходят, берут 2 раза гриф и начинают уже делать упражнения. Нет, надо 10-15 минут разминаться хорошо. Они 2-3 минуты сразу. Я спешу. Куда ты спешишь? Ты пришел на тренировку, делай тренировку, потом иди по сайду. Он спешит, все время смотрит на часы. Не опаздывает ли? Не думает о тренировке. Вот тогда можно и травму быстро заработать. Если вкратце, то есть в первую очередь надо слушать тренера, если тема насчет травм. Допустим, не размялся там достаточно или постепенно не идешь по весам, то есть, допустим, не идешь там 50 килограмм, 70, там, аккуратно. Есть, которые любят себя ставить, там, поставили 70, потом сразу 150. Есть такие, так и травмируются. И потом даже есть такие, которые могут обвинить кого-то другого в этом, или особенно если тренера. Всегда виноват тренер. Да. Просто, в принципе, вина идет на тренера, то, что он за этим не следит. А если спортсмен не слушает, то тренер потихоньку к нему по-другому относится, и тогда только закрывается вопрос. Вот. Поэтому я обычно по травмам попадаю очень редко, потому что знаю, какие разминку проводить, как постепенно по весам идти. Растяжка, все надо. Не надо вот эта резкость какая-то, чтобы на веса сразу лезть или там сразу рекорд ставить. Бывают дни, когда ты работаешь на весах, бывает, когда ты работаешь на технику, это на малых весах. То есть все постепенно, аккуратно, у тебя должна быть всегда стабильность. Вот. Поэтому так. Николай Дмитриевич, вы же не только спортсменов-профессионалов взращиваете, но и также готовите молодых спортсменов, которые будут впоследствии заменять тренеров. Да. Были мои ученики, даже тренерами работали. Есть? Ну, Есть такие ученики? уехали на заработки, уезжают и все, где больше платят. Как с этим справляетесь? Как удерживаете? Не удержал. Мотивируете? Не удержал. Надежда на смысл. Уехали все, говорят, здесь топчешься на месте, ну, дальше не идешь. Но на сборную попасть надо очень много трудиться. Я им объясняю. Они пришли, 1,5 часа отдали или час отдали и убежали. А некоторые вообще за 40 минут уходят. Все, Бывают быстро такие, которые даже... зашли в душ, искупались, и они спешат. Вот я как и говорил это. Да, есть такие, которые могут приходить первые в зал, а потом их даже не уберешь. А Сашу я из зала не мог, когда он маленький был, еще меньше. Да. Я из зала не мог Я его слышал выгонять. такую вещь, мне там было лет, ну это было где-то с 9 до 12, я вот именно таким занимался. Слышал то, что сборная есть 2 тренировки. На тот момент делал одну, понятное дело, я был еще даже не подростком, то есть учеба больше, чем тренировки были. Ну, из того, что маленький был, тренировка как-то и быстрее шла, то есть быстро, энергии больше было, чем сейчас. Сейчас и веса большие, и разы, и возраст. А в то время слышал такую вещь, 2 тренировки, и не понимал, как это работает. Когда узнал то, что это утром, потом в обед ты, то есть отдыхаешь, восстанавливаешься, и вечером еще одна тренировка, я делал это по-другому. Я приходил после учебы, я тренировался. Если у меня не пошло на первой тренировке, я сразу же вторую делал. Мог бы вообще и 3 делать даже, вот.
И вот так где-то на протяжении 2-3 лет я этим занимался. И после этого у меня Я все время результат... одевайся, мой Саша, домой же, и зайди в душ. Вот. Да, бывало, что папа даже без меня уходил, я в лет 12, либо в 11 шел даже один домой. А нас дома аж за ЛПГом, а зал здесь на ТСУ 3 километра почти идти. Вот так вот. Но цель поставлена, значит, надо тренироваться, надо готовиться. Да. Александр, вот смотрю на вашу руку с самого начала и не могу понять, это все-таки колючая проволока, либо это ступень, по которой вы поднимаетесь? Вообще, как да, почитать? ко второму варианту больше подходит как Так. ступень. Татуировка называется «Путь к судьбе». Ее многие знают. Это как субкультура, можно сказать, из аниме. Я этим интересуюсь. Вот. Многие думали, что это колючая проволока, но нет, это абсолютно к этому никак не относится. Обычно татуировка, наверное, в нашем поколении, как никакая не старинная, и даже, наверное, то есть ей даже 10 лет нету. Вот. В принципе, набил для себя. Для меня, наверное, означает то, что, как вот вы сказали, по ступеням, наверное, поднимаясь, то есть вверх какая-то цель есть. И поэтому так и называется «Путь к судьбе», насколько я знаю. Есть и вторая татуировка тоже здесь набита, ее тоже многие знают. Но также, то есть в новом поколении, то есть нету такого, чтобы меня за нее прям спросили там или что-то типа того. Просто многие знают то, что она не такая старинная или что-то. Не зэковская. Да. То есть такая не тюремная насчет этого. На данном пути на каком этапе вы находитесь, если так вот? Наверное, половина. Пока даже нет, можно сказать. Так, ну желаем вам, чтобы ваш путь, спортивный путь и даже жизненный, пусть он будет удачным и без травм. Да. Спасибо. Это большое. очень важно для спортсмена. Гордимся, что уроженец Камрата, житель Гагаузии, достигает своих целей и упорно двигается к профессиональному спортивному пути. Всего доброго, Александр. Николай Андреевич, вас также поздравляем и с званием заслуженный работник физической культуры и спорта. Заслуженно взращиваете в лице нашего поколения молодых спортсменов, профессионалов, ну и, конечно, тренеров. Спасибо. Вам тоже здоровья, Спасибо. терпения, ну и, конечно же, хороших результатов ваших воспитанников. Чтобы Я также думаю, гордились. он еще выступит в этом периоде, когда еще пару ступенек поднимется. Еще много раз сюда приду. Приходите, рассказывайте и, конечно, заявляйте о своих достижениях, которые вы приобретаете у себя на своей маленькой родине. Без проблем. Спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. Вместе с нами этим добрым утром были заслуженный работник физической культуры и спорта Николай Балджи, а также сын его Александр Балджи, бронзовый призер чемпионата мира по тяжелой атлетике. Гостей провожаем, а программа продолжается.